Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре понедельник, 11 декабря. В республике почти 100 мостов пройдут масштабную диагностику. Об этом сообщили в Минтрансе Чувашии. Замер ширины проезжей части, высоты насыпи, уклонов, пролетных строений, опор и многое другое, включая даже коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорожным покрытием на подходах к мосту. Такая проверка поможет определить техническое состояние сооружений. В течение полугода специалисты должны провести капитальное обследование мостов, предоставить списки искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Напомню, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике отремонтировали 6 мостов. Зима вступила в свои права, и в лесные угодья уже потянулись охотники. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии отмечают, что значительная часть из них – законопослушные граждане, но встречаются и нарушители. Так, недавно в Урмарском округе 2 браконьера застрелили лося. Сейчас нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Охотинспекторы Чувашии отправились в очередной рейд, чтобы еще раз напомнить охотникам о действующих правилах, законах, сроках и способах ловли животных. В течение года специалисты провели более 2000 рейдов по охране животного мира. Выявили порядка 90 нарушений, правонарушений. По информации Министерства природы, одно из наиболее часто встречающихся – отсутствие разрешений на охоту. Чтобы подобных проблем не возникало, в ведомстве рекомендуют оформлять необходимые документы через портал госуслуги. Напомню, сейчас на территории республики разрешена добыча боровой дичи до 31 декабря и копытных. Это лось, кабан, косуля. Среди пушных зверей допускается охота на волка, зайца и лисицу. Выставка «Сохраненная красота» завершает свою работу в Чебоксарах. Чувашские раритеты из собрания Российского этнографического музея Санкт-Петербурга представлены в Национальном музее. Чувашская коллекция Российского этнографического музея охватывает около 6000 предметов. В собрании подлинные экспонаты чувашской культуры 18-го, первой половины 20 веков. Это женские костюмные комплекты, свадебный наряд невесты, головные уборы, покрывала, полотенца. Экспозиция подготовлена в рамках национального проекта «Культура» и доступна по Пушкинской карте. Всем, кто хочет увидеть уникальные предметы старины, напоминаю, выставка будет работать еще неделю, до 17 декабря. Действительно очень хорошая выставка, красивые узоры. Мы удивились, как женщины старые в старину могли вот так вышивать, придумывать узоры различные. Понравились мне сурпаны, вот, головные уборы очень понравились. Мы продолжаем знакомить вас с подопечными Чебоксарского пункта передержки для бездомных собак «Право на жизнь». Наша сегодняшняя героиня – Эзра. Это один из самых контактных питомцев приюта. Подтверждают это комментарии волонтеров, которые восхищены его характером. Признаются, что пес очень ласковый и дружелюбный, особенно ладит с детьми. Но у Эзры есть одна особенность – у него отсутствует лапка. В морозы в приюте Эзре приходится тяжело. Поэтому зоозащитники активно ищут чернышу хозяина или хотя бы временную, но теплую передержку. Нужно отметить, что несмотря на то, что у Эзры 3 лапы, это не мешает ему резвиться, бегать и даже нести функцию охранника. Таковы вести к этому часу. Желаю вам отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Россия».